Всім прывітанне, гэта стартапніца. Мы размаўляем пра інавацыйныя бізнесы ў ўсходняй Еўропе, у нашым рэгіёне. Сёння з намі на сувязі Маша Алиханова, кафаундер Startup Family і бізнес-інкубатора Сборка Labs. Прывітанне, Маша. Всем привет. Привет, Паша. Я так разумею, што Startup Family – гэта нідерландская кампанія, але яна працуе ў Мінску. У Мінску ёсць нейкая прастора, каворкінг, дзе проекты пачынаюцца, развіваюцца і што адбываецца далей. Але мне здаецца, што Маша лепш распавядзе пра гэта ўсё. І першае маё пытанне відавочнае: што такое Startup Family? Чым гэты акселератар адрозніваецца ад іншых? Чаму нельга сказаць, што это яшчэ адзін акселератар, дзе вот нешта са стартапамі там адбываецца? Да, я могу рассказать. На самом деле все началось с того, что мы хотели сделать акселератор действительно в Минске. Мы подумали, что, наверное, там очень много проектов и не хватает денег, поэтому мы сейчас придем и сделаем что-то новое и классное. Потом, когда мы погрузились в эту сферу, мы поняли, что, конечно же, все наоборот. И задача заключалась в том, чтобы укрепить, так сказать, вообще базовые знания бизнеса, продаж и создать такое место, где можно создавать, тестировать идеи, валидировать идеи, создавать какие-то стартапы в совсем ранних стадий. И для этих целей мы сделали Сборка Labs с нашими партнерами. А потом параллельно мы подумали, что было бы хорошо войти в различные ассоциации русскоговорящих инвесторов, например, Angels Band или Angels Desk, или там даже Altair, United Investors и другие. И, по сути, чтобы, с одной стороны, рассматривать, какие вообще есть стартапы русскоговорящие нашего восточного региона, и также пытаться улучшать нашу экспертизу. И для этого мы сделали Startups Family, то есть мы организовали другую компанию, вот именно голландскую, которая отсматривает русскоговорящие стартапы уже чуть-чуть поздних стадий, то есть не как Сборка Labs, да, не инкубатор. И мы хотим инвестировать в эти стартапы именно экспертизой. То есть, по сути, есть такой термин angel investing, да, я думаю, что многие про это знают, то есть просто там небольшие чеки мы выписываем. Вот. И это достаточно доступно, и мы хотели именно находить партнеров сильных, например, юристов, там, маркетологов, пиарщиков и так далее, и мы бы их привлекали в проекты, и таким образом нашу экспертизу усиляли, а также вот помогали именно с менталитетом, потому что русскоговорящие стартапы и западный мир, они, различаются менталитеты, различаются подходы, и мы хотели вот эту вот нишу занять, то есть построить мосты, так сказать, с помощью Startup Family. Сябры, я нагадаю, што гэта стрым, можна задаваць пытанні, можна дзяліцца сваімі ўражаннямі ад, не ведаю, ад всяго. Тое, што па тэме мы, канешне ж, агучым. Пішыце каментары там, дзе вы бачыце гэтае відэа. Марыя, цікавая думка, што вот адрозніваюцца менталітэты стартапаў у Нідерландах і ў рэгіёне, вось які вы вызначаеце як новы ўсход, так? Можна крыху падрабязней? Вось у чым гэта адрозненне? Да, конечно. Я в Голландию, в Нидерланды переехала в 18 лет, это уже 10 лет тому назад, и здесь я училась бизнес-администрированию, много где работала, в том числе в ЕПАМе, голландский офис. И на основании этого вот у меня выработалось очень четкое понимание, что голландцы, к примеру, у них продажи, вот entrepreneurship skill, такой навык, да, именно бизнес-навык, он, прошу прощения, он очень, он просто на генетическом уровне, но при этом, так, я выключу звук, простите. Что отбывается там? Значит, он на генетическом уровне, и это очень помогает. То есть как бы во всех встречах голландцы просто на естественном уровне разговаривают друг с другом. И так, я попрошу, чтобы это выключили.
Ну а мы беларусы, мы значится не так, там мы все трымаем у сабе. Да, к сожалению, вот у нас просто, даже если начать с обучения, да, в школах, у нас разные совсем подходы. То есть в западном обучении в школах, когда ты приходишь, то ты, по сути, заходишь на урок, и во время урока тебя учителя как бы даже приглашают дискутировать с ними, то есть развивать мысли, да, то есть критическое мышление такое. У нас, мне кажется, что, вот, в принципе, на постсоветском пространстве чаще всего это не поощряется, и мы приходим там, и просто слушаем, да, внимаем в себя информацию, но мне кажется, что вот это вот вопросы дискуссии вообще как бы не присутствуют. И там я помню, что когда я делала рефераты, к примеру, в Беларуси, когда я училась, ну, неважно, откуда этот реферат был, главное прийти к доске, встать у доски, рассказать там или прочитать, и все. Когда я попробовала так сделать в Берлине, они сразу же там нашли вопросы плагиатов и так далее. И для меня это было вообще открытие: плагиат, как это? Я же просто там открыла энциклопедию и взяла оттуда информацию. То есть тебе нужно... Тогда я, ну, как бы на раннем, ну, когда я была юная, я узнала, что, оказывается, нужно учиться именно свою мысль развивать, там, такими, ну, я пытаюсь объяснить, наверное, что как у меня критическое это мышление вырабатывалось. Но я имею в виду то, что далее вот очень заметно, когда мы идем на бизнес-встречи с русскоговорящими, да, с ребятами или девушками из постсоветского пространства, очень часто вот навык продаж и навык того, чтобы ты как бы ты идешь навстречу, и ты думаешь о том, что твой слушатель вообще хочет от тебя услышать, или какие у них есть, могут быть вопросы, да, как они анализируют твою информацию, какая у них информация уже может быть. Вот этот вот навык, он важный очень во время, ну, для бизнеса, да, для стартапов. Ты должен понимать, что инвесторы могут или хотят услышать, или боятся услышать. А чаще, вот, мне кажется, с нашего восточного региона мы приходим, и у нас может быть даже такая защитная реакция, где нужно там отстреляться, там что-то показать, да, но не совсем те слова используются. И мне кажется, вот здесь можно было бы улучшать вот этот навык, то есть там делать постоянные митапы, где можно питчить, где можно там, где тоже нужно учиться воспринимать фидбэк, потому что там отвечать на вопросы, да, и не в защитную реакцию, где агрессивно или там очень как-то неуютно, да, воспринимать, а можно сказать: о, я не подумала про это, хороший вопрос, все. И совсем другая динамика идет. Ну, я думаю, дарэчы, заўважаю гэта, калі ў мяне суразмоўца з захаду, то вельмі часта, калі я задаю пытанне, мне кажуць, што это добрае пытанне у адказ. Да. Хаця нават я сам у гэтым, калі шчыра, часам сумняюся, але о, якое добрае пытанне, ну зараз мы будзем адказваць. То бок кожную магчымасць выступіць трэба ўспрымаць менавіта як магчымасць паказаць сябе, а не як нейкае выпрабаванне, якое трэба прайсці, і все, далее меня покинуть в спокое, и я буду заниматься своей справой, наконец-то, супер. Да, ну и есть еще вот именно вот этот вот момент, специфика, что бывает такое, то есть ты можешь пойти с настроем и думать, что тебя будут там критиковать, да, что тебя хотят там обломать как-то или вообще что-то там тебя использовать. А можно вообще подойти к тому, что, ну, люди на самом деле, я считаю, и вот из моего опыта, может быть, я считаю, что большинство людей хотят помогать. И особенно вот в стартап-экосистеме, там, это на западном мире это вообще очень нормально написать там какому-нибудь суперэксперту с просьбой, там, извините, мне нужна помощь, я знаю, что у вас есть в этом опыт. И на самом деле очень часто они могут легко ответить, там, в том же LinkedIn. Мне кажется, вот этот вот барьер здесь гораздо легче проходить. А вообще в стартапах, особенно на ранних стадиях, много чего тоже построено на общении, и поэтому вот навык общения, навык слушать, не бояться, что тебя там хотят расчленить, грубо говоря, вот это очень важно, я думаю. Ну, распавядзі, калі ласка, якія праекты да вас прыходзяць, як вы выбудоўваеце праграму акселерацыі, ну і можа, якія тыповыя праблемы ёсць у тых, з кім вы працуеце? Ну, сейчас мы чуть-чуть больше сфокусировались на именно сбор коллапс в Минске, поэтому я, наверное,
про нашу вот эту деятельность больше расскажу. Мы открыли ее вот по сути, в прошлом году. В тот момент также закрылись многие НКО, многие места, например, Имагуру тот же, знаменитый Event Spaces, по-моему, так назывался, или Spaces. Event В общем, Space, так, Event на Space, да. Костричницкой. Да, именно так. Rocky DAO тоже было место такое. В общем, на самом деле было, то есть в тот момент, когда мы решили открыться, мы думали, что очень классная среда, да, очень классные проекты, очень классные люди, и мы хотим в этом быть. И, к сожалению, по всем нам известным причинам много кто уехал, вообще много что закрылось. И сначала мы начинали с идеи того, что придут люди, которые не из IT, которые просто, у них есть идеи, они уже созрели для того, чтобы им хотелось бы поменять там свою профессию, да, то есть войти в IT, ну и попробовать там идеи свои провалидировать и узнать азы. То есть совсем как бы инкубатор ранней стадии. Но из-за того, что многие места закрылись, и мне кажется, сейчас Сборка Labs вообще чуть ли не единственное место в Беларуси, может быть, для стартапов, стали приходить совершенно разных уровней стартапы, и поэтому мы просто на лету пытаемся им помогать, то есть укреплять наш нетворк, находить экспертов. Наше обучение построено так, что то есть вот мы набираем поток стартапов, проектов, команд. Они проходят 3,5 месяца обучения, там азы product management, project management, там фандрейзинг, чуть-чуть про юридические вопросы касательно стартапов, то есть такие вот азы для стартапов. И на самом деле даже для IT-специалистов это тоже, они нам давали фидбэк после того, что все равно было полезно, хотя там project management и product management для них уже как бы знакомые вещи. Вот, то есть мы рассказываем про вот этот стартап-мир, и во время этого потока мы как бы ближе погружаемся и узнаем эти стартапы, помогаем им набрать команду, то есть мы организовываем мероприятия с инвесторами, организовываем мероприятия для поиска там, разработчиков или дизайнеров, специалистов, по сути. Мы сейчас вот работаем над программой стажировки, которых, то есть по сути, тоже набирать батчи людей, там, бизнес-аналитиков, к примеру, или тех же юристов, которых мы можем вставлять ненадолго на проекты, которые, и чтобы они вместе росли, по сути. Да, и Круто, после этого... Худкий старт такие. Да. На самом деле это очень сильно на лету, то есть мы стараемся как можем. И по идее вот после обучения мы продолжаем работать с сильными проектами, которые продолжают развиваться. И уже с каждым из них мы на индивидуальной основе договариваемся, как мы им можем помочь. Там, например, мы можем заключить сделку, что мы берем долю какую-то в зависимости от уровня вовлечения, и дальше мы их там повсюду таскаем на питче, там мы привлекаем разных специалистов, помогаем им с разными, там, с юнит-экономикой, с аналитикой, да, там, финансовую модель выстраивать, и готовим к тому, чтобы они подняли раунд инвестиций. Супер. А можна, ёсць нейкая статыстыка паспяховых, непаспяховых вось такіх хуткіх стартаў, да? Што адбываецца пасля з праектамі, якія вы не падтрымліваеце? Вось ці былі такія ўжо? Это да, у нас такие были. У нас есть проекты вот с самого первого потока, когда у нас даже еще обучение не настолько хорошо было выстроено, и эти ребята обычно остаются в комьюнити, они могут приходить. Просто у нас еще обучение построено так, что каждую субботу проекты просто приходят и там показывают свой трекшн нашим менторам. И выпускники, мы их приглашаем продолжать приходить по субботам. Может быть, они приходят раз в 2 недели или раз в месяц, но они могут прийти и сказать: о, ребята, эту идею я все-таки убил, стартап не взлетел, но вот у меня сейчас есть эта идея, и мы продолжаем помогать им, то есть если у них есть запрос, мы помогаем им с этим запросом. И сейчас вот, например, статистики у меня, к сожалению, нету, но я точно могу вот сказать, что один стартап, он много очень, наверное, идей 30 убил, и в итоге сейчас он уже общается даже с Микитой Микадо, который заинтересован его нынешним вот продуктом, к которому он пришел, мне кажется, 1,5 месяца назад. Так что... Цікава. Мне здаецца, што ў бізнесе вельмі карысна не толькі зразумець, што рабіць, але зразумець таксама, чаго не рабіць.
і як мага хутка больш хутка это трэба зразумець, каб не губляць час, бо час это такі рэсурс, які не ўзнаўляецца. Слухай, вось ці не страшна было адкрывацца у такім як это, у такой атмасферы, калі ўсё навокал закрываецца, як бы, да, вы открываетеся. У чым тут, я не ведаю, былі, подводныя камяні, і ввогуле, дзе вы взялі вось смеласць все ж таки открыться? Да, вообще мы к этой идее пришли раньше, до политических вот этих всех ситуаций, и потом, когда я приехала в Минск в сентябре, и у меня было, все равно как бы казалось, что... Минулого года, так, 2020-го. Да, именно так. И у меня было как бы, хорошие ожидания, так сказать. Я думала, что все будет хорошо, и в такой трудный момент, если мы все соберемся и поддержим экосистему, поддержим, как все, собственно, то у нас все получится. И, конечно же, со временем стало становиться тяжелее и тяжелее, потому что даже были моменты, когда вот мы организовывали мероприятия, к примеру, вместе с Emerge-конференцией, которые стримились с нашего офиса. Это было первое мероприятие. В этот же день девушку задержали, которая была фотографом во время этого мероприятия. И в такие моменты ты, конечно же, я помню, что у меня было очень много паники. Мы с Пашей про это разговаривали довольно серьезно. То есть ты как бы с одной стороны пытаешься делать свое дело, с другой стороны, у меня были моменты, когда я входила в панику и не понимала вообще, как бы, когда тебя накажут, за что тебя могут наказать или кого-то среди твоих, хотя ты просто, ищешь стартапы и делаешь там свое дело никак не связано ни с чем, да. Просто ищешь хороших людей, чтобы делать хорошие дела. Нам задавали крыху пытанняў. Ці працуеце вы з падлеткамі, са школьнікамі? Ці можна прыходзіць з тым, каму яшчэ няма 18 гадоў, але у каго ўжо ёсць ідэі імпэт? Абсолютно, да. У нас открытые двери. Мы как раз-таки тоже думаем, что вот этот вот навык продаж, да, про который я говорила, питчинга, позиционирования, все это нужно развивать с раннего возраста. Поэтому мы бы очень хотели сделать этот вклад именно для несовершеннолетних детей в том числе. Поэтому, если есть такой запрос, пожалуйста, приходите, и мы можем обсуждать, когда вам будет удобно, как, в каком формате. Куды трэба прыходзіць, пісаць? Свабода 17, я так разумею, але, відаць, папярэдне ўсё ж таки неблага было б нейкі онлайн-контакт Да, пачаць. конечно. Во-первых, можно мне в Телеграме написать, это startups.family. Потом можно прийти на Свобода 17.2, там сборка Labs, там должна быть эмблема. Вот. Или же можно мне на Facebook написать. Я думаю, что, может быть, организаторы могут оставить мои контакты. Да, мы подвесім да эфіру контакты тады крыху пазней. Але, як кажуць модныя блогеры, вот там, где ты іх шукаеце, да. Яшчэ пытанне. Ці можа кампутарная гульня лічыцца стартапам? І якім крытэрам яна ў гэтым выпадку мусіць адпавядаць, ці пітчылі вам калі-небудзь гульні? Хороший вопрос. Конечно, все может быть, я думаю, стартап. Стартап — это вообще новый проект, да, технологический, поэтому, да. Другой вопрос, насколько мы сможем помочь вашему стартапу, если он у вас есть, да, или такому проекту, потому что, честно говоря, вот с играми у нас нету такой экспертизы, но у нас есть партнер Антон Куличкин, он очень опытный, и он, по-моему, был как-то связан даже с фондом, который создавался именно под игры, поэтому мы как минимум можем тоже поговорить, какой есть запрос, и если мы не можем помочь, то мы можем вас попробовать направить туда, где вам кто-то может помочь. Окей. Наколькі рынок праграмнага забеспячэння неабсяжны, ці расце попыт на прадукты? Можа, я перафармулюю гэтае пытанне ў тое, якое мне больш падаецца такім надзённым. Ці не перанасычаны цяпер рынок акселератараў, вось тых рэчаў, якія фарміруюць экасістэму, дапамагаюць стартапам, да? То бок у стартапаў, мне здаецца, ёсць вялікі выбар, дзе
дзе акселеравацца, куды падавацца и так далее. Да, да. Абсолютно перенасыщенный. Меня тоже это очень сильно пугает, если честно. Но вот поэтому я хочу сказать, что еще раз сборка Labs, я считаю, что это инкубатор все-таки. И Startups Family — это не акселератор, я даже не знаю, это просто как бы не хочется пока что никакого слова к этому в общем, привязывать. Я думаю, что сейчас очень много мест, да, и очень много, в принципе, ресурсов, которые открыты для стартапов. Даже самый лучший акселератор Y-комбинатор всего, в мире, да, в Америке он находится. У них очень большая библиотека, открытая, много ресурсов доступны, поэтому, если захотеть, можно все найти. Я думаю, что весь рынок акселераторов должен поменяться в ближайшие годы, потому что это действительно их слишком много, и я не думаю, что это здоровая ситуация. И еще я думаю, что если выбирать, то есть вообще как бы чем отличается качественное там место, это тем, то есть не только доступом, да, к ресурсам, но еще и доступ к хорошим менторам, экспертам. Вот тот же голландский акселератор Rockstart, про который многие знают, у них очень хорошая база таких людей, потому что она очень широкая, и это предоставляет прям быстрый выход на рынке благодаря таким людям, да, то есть быстрые решения и экспертное мнение сильное. Вот. И второе — это вот именно если акселератор фокусируется, или такое место, да, школа фокусируется именно на ценности и на росте для стартапа. То есть вот то, что Паша говорил, например, место не должно поощрять там не очень успешный стартап или команду, да, бесконечно долго тратить время на какой-то проект, который они могут там 5 лет его пилить, и хорошая команда акселератора скажет, что нет, ребята, убейте, да, не стоит. Или хотя бы помочь, дать инструменты, чтобы эти ребята пришли к такому выводу. Вот можно не казать открытым текстом, але намекать. Да. Посмотрите на метрики. Вот. Да, и второе — это вот именно рост и ценность для стартапов. Это очень важно. То есть чтобы вместе погружаться и помогать расти. Ну вось пра нейкія адмоўныя кейсы я запытаўся ўжо, а саксес-сторыі якія-небудзь ёсць, чым пахваліцца? Чем похвалиться? Ну, если честно, конечно, мы очень рано вообще хвалиться однозначно, потому что мы год активно этим занимаемся. Первое, что мне пришло в голову, это то, что сейчас у нас есть несколько стартапов, которые, мне кажется, очень классные, прям там очень харизматичные, сильные, интересные ребята. Я очень в них верю, и мы активно стараемся им помочь, поэтому хотелось бы, чтобы вот они стали скоро success story. И также вот мы отдельно от сборка Labs инвестировали в, например, проект Giveaway Сергея Левченкова. Тоже вот вчера слышали его питч. Он поднимает новый раунд инвестиций, и очень интересно наблюдать, тоже просто очень интересно наблюдать и работать с такими ребятами, когда ты видишь, просто сильные, да, двигаются вперед. Поэтому про наши я бы не сказала, что еще есть чем похвалиться, потому что слишком рано, а вот проекты могу хвалить. Ну і яшчэ хацеў бы тут насамрэч ужо нам час крыху ўжо і завяршаць размову, але не магу не запытацца пра Нідерланды. У прынцыпе даволі шмат праектаў з Беларусі, яны праз Нідерланды адкрываюць для сябе іншыя рынкі, іншыя кампетэнцыі і так далей. Там нават у нашай стартапніцы былі Ярослав Лихачеўскі, Кірыл Ацтараў і іншыя, і пра Rocket Data, да, мы таксама мелі асобны эфір. Вось чым Нідерланды зручныя ў гэтым плане, і ці, я не ведаю, ці мае сэнс ісці ў Мінску да вас, калі ёсць, напрыклад, Нідерланды і нідерландскі стартап. Каму б ты параіла прыйсці да вас, а каму паехаць адразу штурмаваць Нідерланды? Я бы, честно говоря, зависит очень от стадии стартапа, но я бы сказала, что выезжать из Беларуси в международные акселераторы, в том числе нидерландский, в том числе Rockstart, может быть лучше, потому что это как минимум расширяет горизонты. Я
считаю, что это очень важно для любого стартапа. Я думаю, что в Нидерландах вот этот менталитет, он очень сильно влияет на все. То есть здесь, ну и в принципе атмосфера. Государство очень вкладывается в то, чтобы поддерживать стартапы. Здесь очень много есть таких, ну, привязанных к университетам или школам, или разным активностям. Всегда есть какие-то места, в которые вкладывается государство, чтобы помогать стартовать. Плюс, я думаю, что здесь вот очень сильно есть специфика, например, агротек, там мобильные какие-то развития, AI тоже. То есть есть направления, в которых Нидерланды прям очень сильно специализируются. И я еще хочу говорить о том, что, к примеру, Нидерланды сейчас они предоставляют такую программу визовую, что ты можешь как стартап на нее зааплайться, и также вот в ближайшие 4 года они будут тестировать такой процесс. Если ты стартап, который вот заплатился на визу нидерландскую, то ты можешь взять с собой еще 4 людей не из Европейского Союза, которые могут работать с твоим, ну, то есть, по сути, кофаундерами или твоими работниками. И это очень-очень хорошо, естественно, для нас, не ЕСовцев. Гэта некае спрашчэнне тых пытанняў, якія, ў прынцыпе, ўзнікаюць падчас кожнага пераезду у нейкую іншую краіну, як дазвол на працу атрымаць, як знаходзіцца легальна ў краіне и так далее. Да, очень много ресурсов, да, и еще хочу сказать, что вообще Нидерланды топовая страна в плане вот ведения бизнеса именно, то есть у них очень хорошо отлажены процессы работы с другими странами в плане налогообложения, там, поэтому вот это вот действительно очень хорошо принимать во внимание. Ну и акрамя того, Нидерланды — это ўвогуле прыемная краіна для жыцця. Да, не могу отрицать. Ну, супер. Добренько, сябры, гэта была стартапніца. Мы размаўлялі пра... Вот тут я ўжо не ведаю, слова акселератор не падыходзіць, як мы разабраліся. На сайце Startup Family напісана, што гэта ідэальная экасістэма для развіцця. Так і скончым, да? Так і запішам пра ідэальную экасістэму для развіцця Startup Family, якая працуе ў цэнтры Мінска побач з бізнес-інкубатарам Зборка Labs. Туды можна прыйсці, калі у вас ёсць ідэі. Хлопцы і дзяўчаты дапамагаюць праектам на самых ранніх стадыях. Гэта такая... Вось тут таксама слова першая дапамога, яно не падыходзіць. Да? Гэта не дапамога, але ну, такі першы, як гэта сказаць, досвед, да? Уключэнне ў экасістэму і ў жыццё стартапаў. Все я правильно, мне здаецца, резюмовал. Да. Ну и помогать мы тоже любим. В принципе, так. Все это есть допомога. На совести с нами, с Еврорадио, была Мария Алиханова з Нидерландов, я так разумею. И Нидерландами мы скончили, в принципе, гэтую размову. Дякую вялікі, Маша, что долучилась до нас. Удачи. Спасибо большое, Паша. Очень большое удовольствие общаться с тобой. И с тобой так само хутка, и все четко по палічках нам расклала. Спадзяюся, што пабачымся і ў стартапніцы, і ў рэальным жыцці. Ну, а з нашымі слухачамі, гледачамі пабачымся ў стартапніцы праз тыдзень. Да пабачэння.